Каждый день талия не выдержит, мне кажется. Да. Каждый день нет, это десерт такой эксклюзивный. Здравствуйте, меня зовут Елена, я в Элисте уже не первый раз. Очень нравится калмыцкая кухня. Я уверена, что я еще не все блюда испробовала, исследовала, да, но уже кое-что удалось попробовать. Здравствуйте, меня зовут Буркова Виктория, я из Томска. По образованию я юрист, а сейчас, как мама ребенка-инвалида, занимаюсь уходом за ней. В Элисте мы в буддийском паломничестве, и калмыцкую кухню во всей полноте попробовать еще не успели. Приступим. Консистенция такая нежная достаточно. Кажется, из муки. Мука, изюм. Мне кажется, там масло топленое. Вот очень вкусная такая, вот из-за этого такая мягкая консистенция, нежная. Очень сытно, очень сытно. Вот что сразу могу отметить. И сладенько. Так, а это наверху что это такое? Это фрукт, это виноград. Виноградина, да? и сахарная украшение. пудра. Василиса, а тебе нравится? Василисе тоже нравится. Еще кусочек. Каждый день смогли бы такое есть? Но после конного похода, например, было бы здорово подкрепиться. Силы Да. восстанавливает, я думаю, хорошо. Это как и десерт, и такой емкий продукт. Ну тут соль я чувствую. А эта мука, интересно, она пшеничная или это ячменная? Пшеничная, Пшеничная. да? Просто обжаренная, да, очень интересно. Обжаренная, а там меньше. Масла нет вообще. Удивительно. Это бараний жир может быть. Вот мне кажется, что семжин, вот Да? чуть-чуть кусочки, да. И вот думаю, что же это такое? Потому что явно, что здесь свиного сала не должно быть. Я просто жила в Закарпатье, я привыкла тоже к блюдам пастухов, они тоже овец пасут. И у них там вот такие блюда, да, то есть таким овечьим салом, да, то есть вот поэтому для меня такая кухня тоже очень даже, да, перекликается приемлемо. Ну, очень здорово хорошо. зашкварился семжин и делает блюдо пикантным. Ну, блюдо не для сладкоежек, но для сильных мужчин, я думаю, точно такое блюдо Да, подойдет. вот такое прям, вот, я же говорю, как цампа, да, то есть вот в Тибете, что им надо было вот минимальным количеством насытиться, чтобы целый день где-то переходы, пасти овец и все такое. Ну, понравилось, очень понравилось, потому что вот Василиса ложка за ложкой вот это... Да, даже не сладкую Как это больше. называется? Булмык. Булмык. Вот этот булмык она убирает быстрее, чем сладкий. Приготовлен Абсолютно. очень искусно. Да. Поэтому нет вот этого резкого запаха баранины. Он Да, не очень пахнет, именно приятно. специфически как-то, по крайней мере для меня не привыкший, да, то есть к такому блюду. И по консистенции очень, то есть он не жирный. Вот на вид выглядит очень интригующе, потому что тут прям такие кусочки. Сейчас попробую распробовать. Это клёцки уже. Я думаю, это клёцки. Ну, то есть, скорее всего, мука уже оформилась в кусочки, но сейчас узнаю. А мне похоже на сыр. Вот, ну, похоже, по крайней мере. Вот или на бараний сыр. Это ананас. Это что-то такое. Не, яблочко. Яблоки, да? Вот это тоже вот похоже больше на десерт. Но здесь масло. Топленое масло. Очень нежно. Это, наверное, яблоко, да, то есть вот как в кляре немножечко в тесте, да, то есть, а потом уже это заливается топленым, может быть, маслом. Скорее мука сначала обжаривается, Ну вот и более профессионально. затем яблоки. Считайте, там есть мука? Возможно. Это сметана, Ага. растопленная до состояния масла и яблоко. Всего 2 ингредиента. А как просто это настолько обволокло яблоко? Это просто вместе все тушится, так скажем. А это просто масло топленое, Яблоко да? тушится в Да, сметане. и Всё. тяжелая Домашняя фракция сметана, сметаны, разбавляется. тяжелая фракция прилипла к яблоку, прозрачная масляная стала плавать. Отлично. Прекрасно. Да, вот Это шарик, называется блюдо хоктусун. Хоктусу. да. Ну, сразу, конечно, не выговоришь.
Симжин и Хурсун Махан привыкали какое-то время, да, такие десерты мы пробуем первый раз. Яблоко там настолько, даже похоже на ананас. Не похоже даже вот просто на яблоко. Это надо распробовать, чтобы понять, что это яблочко. Оно сладкое? Оно сладкое, Мы не добавляли сахара. Сладкое Да. с кислинкой, Собственно, да, и это очень полезное блюдо, потому что термическая обработка позволяет яблоку как раз раскрыть витамины и сделать, например, усвояемость яблока как продукта более доступной для детей. Не будет вызывать брожение в животиках, там, вот этих неприятных яблочных спецэффектов. И при этом очень сытное. После тушения в сметанке оно не только вкусное и полезное, но еще и сытное. Хоктусун. Да, хоктусун. Видишь, Это как ты сразу запомнил, как калмыцкое понравилось, да, варенье. запомнил. У меня просто мало калмыцких слов в лексиконе, еще поэтому память свободная. Даже вот само масло не противно, вот наоборот, оно как-то вот придает вот этому вот яблоку, да, которое кисло-сладкое, то есть еще какого-то такого нежности какой-то. Этот нежнее, чем первый, и мне кажется, что тут что-то вот фрукты, да, груша или что-то такое добавлено, да. Прям такой вот он, как кремообразный, то есть такой. А этот получается более пластичный, более мягкий. Цвет очень красивый, янтарный. Я не знаю, вам видно или нет. Из-за сметанки опять выделилось вот это красивое желтое масло. Очень аппетитный цвет и прекрасно вот подан с грушей. Вот такого бы блюда рецепт я бы точно хотела иметь дома. Потому что, несмотря на то, что изюма нет, я думаю, сахар сюда тоже не добавляли. И особенно радует, что они все теплые блюда. А теплые блюда, они легче усваиваются, потому что желудку, организму человека не надо дополнительно греть. Как мне кажется, ну, я за Василису оценю сначала, потом за себя. Мне кажется, ей больше всего понравилась версия с симжином, потом хоктусун. Тоже не оставил равнодушным. Блюдо из ресторана «Легенда» первый. Да. Первый вот он на 3-м месте, а этот на 4-м. Ну, может быть, Василиса уже наела. Мне очень понравился хоктусун. Прям сильно понравился. И вот этот. И из ресторана «Легенда», но второе блюдо сложно оценивать наравне, потому что оно не совсем десерт. Ну, или какой-то очень мужской десерт, оно совсем не сладкое. Первое блюдо я бы оценила по шкале от 1 до 5 на 4, потому что чуть-чуть для меня консистенция плотноватая, да, то есть вкусно, но вот плотноватая. Много не съешь. Значит, второе блюдо, это действительно для меня это не десерт, а полноценное питание. То есть его бы я готовила периодически, да, то есть почаще, потому что я чувствую, что это очень такое вот энергоемкое такое блюдо. Значит, третье блюдо было достаточно такое нежное и как десерт, ну то есть я десертами не каждый день увлекаюсь, но когда мы приходили гости, да, и вот мне хотелось бы их побаловать чем-то таким эксклюзивным, я бы готовила это блюдо. И я уверена, что все бы его оценили по достоинству, то есть ну, на 5, это блюдо на 5. Значит, и последнее тоже, вот мне очень понравилась такая кремообразная консистенция, действительно то, что груша весь сок свой отдала, да, и там нет сахара, и это действительно и питательно, и вот такой минимум его можно скушать, да, и просто вот все рецепторы удовлетворены, да, то есть вот мне очень понравилось, тоже на 5, то есть, ну вот, спасибо вам за угощение. Я улетаю, не бери меня обратно, подлетаю на Карину, бери меня потом.